Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что случится очень неожиданно для вас. Загадайте, пожалуйста, на неожиданность, загадайте на себя и обязательно загадайте свой срок. И давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же случится неожиданно? Мои хорошие, у нас отсыпочка общая, пожалуйста, про это не забывайте, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, что-то решится, разрешится. Здесь бабочка, видите? Бабочка взлетает. Вот прям крылышки все свои открыла. Такая красивая, счастливая, довольная. Довольная, понимаете? Что-то случится, вот как выровняется. Была гора проблем, да, и вот она выравнивается. Вот одним днем, не знаю, одним часом, одной минутой. Вы чувствуете безумное облегчение, да? Как хорошо, не надо что-то делать, с кем-то разбираться, с кем-то ругаться, за что-то бороться. Понимаете, здесь как подарок судьбы, но не иначе. Что-то такое хорошее, да, случится, произойдет без вашего вмешательства, без вашего участия. И вы прям почувствуете себя такой легкой, невесомой. Прям захочется действительно вот летать и наслаждаться жизнью. Что-то решится, что-то разрешится, что-то наладится, успокоится, перестанет вас беспокоить. Понятно, что вы все разные, у каждого своя прям болька в жизни, да, своя большая глобальная проблема. Но вот четко показали, вы будете ощущать легкость. Да? Случится, решится, выровняется. Ну, без сучка, без задоринки. Все, ровная дорожка. Проблема устранена, конфликт исчерпан. Да? То есть хорошее что-то очень случится. Дальше здесь у вас слоненок, хобот подгибает с правой стороны. Ну, на самом деле хороший знак, знак какой-то экономии. Где-то вам удастся неожиданно, причем очень хорошо, сэкономить. Это про экономию. С вашей стороны идет. Не кто-то на вас экономит, а вы на чем-то, либо, может быть, даже на ком-то экономите. Слоненок довольный, он достаточно большой, но здесь про хорошую сумму речь идет. Да, хорошая экономия у вас получится. Что-то выгодно купить, может быть, где-то меньше заплатить, на какие-то скидочки там безумные попасть, на дискаунт хороший попасть. Также возможно, как миновать какого-то срочного обязательного платежа. Да, может быть, кто-то за вас заплатит, а вы свои сэкономите. Да, это очень хороший знак, очень неожиданно, но очень приятно. Вы такая, неужели в первый раз в жизни, да, удалось вот так хорошо сэкономить? Ну, хорошее событие. Дальше по дельфину человек просто вот налетит на вас. Налетит со своими чувствами, эмоциями. Вот все, люблю, не могу. Пошли на свидание. Либо хочу, пошли. Ну, понятно, что вы все разные, все в разных отношениях. У кого-то человечек, который там скрывал от вас свои чувства. И вот прям уже не сможет сдержаться. Ну, вот насколько как-то он действует. Понимаете, вы будете растеряны. Вы сразу даже не поймете, как вам на это все реагировать. Но с правой стороны, то есть человек действительно с чувствами, с настоящими чувствами. А у кого-то, возможно, ваш любимый, который где-то находится, вот приедет и все, люблю, не могу, давай. Ах, любить друг друга.
Либо человек, с кем вы в ссоре были, да, насколько все, вот я все понял, мы страдаем, когда мы не вместе, там, я страдаю, когда мы не вместе, давай мириться. Ну, по дельфину это чувство, проявление чувств, это любовь, это нежность, это желание, в конце концов. Вот как с наскока на вас летит этот человек, на дельфине на своем. Хороший, добрый знак для вас, очень добрый. Так, левая сторона. Но в левой стороне пустое сердце вышло. Пустое сердце. Неожиданно к кому-то либо к чему-то вы охладеете. То есть поймете, что вам это больше не интересно. Человек для вас больше не важен. Это какая-то очевидная ситуация, за которую вы, например, долго держались. Или вы, может быть, сами себя убеждали, что вам это нужно, важно, и прям без этого человека жить не можете. Вот поймите, что все это было пустое. Как-то, знаете, легко это идет. Да? Просто осознание. Да? Протерли глазки и сказали: фу, какой неинтересный мужчина. Как я могла испытывать симпатию? Либо: фу, какое неинтересное занятие, бесперспективное. Зачем я этим занималась? Да, вот такое идет ощущение. Пустое сердце. Но оно не пробитое, не раненое, вы не думаете. Это прозреть, в один момент прозреть и осознать, что что-то не то. Да? Не тем занимаюсь, не с теми общаюсь. Так, еще очень неожиданно. А вот тут будьте осторожней. Здесь видите, какой волк? Типа на собаку похож, но по факту это волк. Волк, который воет на вас. Возможно, человек, которого вы считали нормальным, адекватным, может быть, другом, подругой считали, как-то себя поведет, прям совсем некрасиво и бестолково. Как ты знаете, собака, которую кормишь, она тебя потом еще и укусить пытается, да, либо она на тебя лает. Неприятно. Это очень будет неприятно. Это, как ни крути, все-таки разочарование будет. И такой вопрос, да, с чего? С чего ты так себя ведешь? Да? По какой причине? Либо как я могла ошибаться вот в этом человеке? Как я могла довериться? Как я могла считать, что это нормальный, адекватный, положительный, дружелюбный человек? А кажется, что не друг он вам, да, это волк, который воет на Луну, да, действует в своих интересах. Что есть, то есть, мои хорошие. Поэтому, предупреждают, значит, вы должны как-то себя, наверное, морально настроить, да, чтобы не так уж неприятно вам было. Так, еще, смотрите, змея тут ползет, подползает. Змея. Как-то близко к вам подползет какой-то враг, какой-то недоброжелатель, либо очень опасный человек. Очень неожиданно это произойдет, но я не вижу здесь соприкосновения, просто вот как-то прям совсем близко. И вы так ужаснетесь, скажете: фу-фу-фу, чур меня чур, да? Что это я тут расслабила булочки? Да, какой-то неприятный человек очень близко к вам подходит, подползает. И прям совсем-совсем рядом. Но вы вовремя это увидите, поймете и сможете сделать несколько шагов назад, да, либо в обратную сторону. Так, здесь какое-то странное решение по поводу вас. Кто-то примет решение. Может быть, на работе начальник, может быть, какой-нибудь клиент, может быть, кто-то в семье. Да. Какой-то человек принимает решение. Решение абсолютно глупое, и этому нет объяснения. Человек явно ошибается и принимает ошибочное решение. Что будет стоить для вас это решение? Что-то будет стоить. Я не могу сказать, что прям сильно вы пострадаете из-за этого решения, но какое-то ваше желание, какая-то ваша просьба, какая-то ваша хотелочка, она не исполнится. Потому что этот человек принимает вот такое неправильное решение. Какое-то действительно шальное решение, да, может быть, в плохом настроении человек будет, может быть, еще что-то там произойдет. И принимает глупое, необоснованное и неправильное решение. Но есть и позитивный момент. Видите, человек через несколько дней передумает. То есть, например, вы хотели в отпуск уйти в августе. Вы написали заявление, начальник такой: нет, какой август, в лучшем случае, декабрь, ноябрь-декабрь. Вы, например, хотели куда-то поехать со своим любимым. И он такой: нет, ты что там?
денег нет, да, либо там на дачу, да, максимум на дачу, в санатории, да, рядом с городом. Через несколько дней этот человек передумает. И то, что вы хотите, для вас, ну, сделает, либо согласится на это. Но опять же, вот эти несколько дней вы будете ходить мрачнее тучи. Ну, потому что непонятно и вообще зачем. Зачем такие решения глупые принимать? Ну, что есть, то есть. Я вас тоже предупредила. Просто несколько дней потерпите и знайте, что все изменится. Кстати, если даже вот парень девушке говорит: я не тяну, давай расстанемся, либо это была ошибка, через несколько дней передумает. Так что не спешите расстраиваться, не спешите там удалять все ваши совместные фотографии, блокировать его не спешите, он передумает. Как, знаете, как что-то находит на человека. Вот в плохом состоянии, в плохом настроении. Знаете, как заболел, может, головой ударился. Ну вот что-то есть, что-то в этом есть. Но через несколько дней передумает. Здесь может быть там 2-5 дней, да, и передумает. Так, еще правая сторона. Смотрите, здесь 2 человека вас под руки держат. Ну, держат под руки, значит, помогают. 2 человека вам неожиданно будут помогать, либо неожиданно поучаствуют в вашей проблеме, в вашей ситуации, в вашей жизни, смотря в какой точке вы находитесь. Причем один человек все-таки по правую руку, ну, знакомый, доверенное лицо, родственник. А вот второй человек, ну, прям совсем будет удивительно. Ведь именно от этого человека вы менее всего могли бы ждать, либо надеяться на какую-то помощь, либо поддержку. Но все равно хороший знак. Для вас это очень хороший знак. Кстати, благодаря этой помощи, видите, у вас в ногах подкова. То есть все-таки все получится, все будет очень и очень удачно. Так, чуть выше. Месяц и птица. Месяц и птица. И что-то хорошее. Месяц, кстати, молодой. Сейчас у нас Луна убывает. Посмотрите, пожалуйста, в календарик, в лунный календарик, когда Луна, как новолуние произойдет, да, когда Луна обновится и в рост пойдет. Какую-то невероятную новость вы получите. Новость о том, что что-то возможно, доступно, либо случилось, происходит, либо кто-то появится, вот прям приедет, придет, прилетит. Именно новолуние. Где-то, вот знаете, день после новолуния, может быть, 2-й день после новолуния. Вот в эти дни это произойдет. В лунный календарик просто посмотрите, и вы будете четко понимать, в какие даты. Опять же, вы меня будете смотреть в разное время, да, разные зрители в разное время смотрят. Просто смотрите в лунный календарик, это вам как подсказочка, помощь. Так, смотрите, какая у меня тут женщина с горбом. Просто вот у нее горб. Кстати, горб светлый, большой, это удача. Это повезет, так повезет. Большой куш. И смотрите, какую большую рыбу тащит из воды. Ой, тяжело будет тащить эту рыбу. Но так приятно, да, потому что все-таки это деньги, это доходы. Повезет, вам очень крупно повезет. Вы получаете и тащите рыбу. Смотрите, рыба может быть что угодно, начиная там от какой-то конкретной денежной суммы, заканчивая, например, каким-то невероятно крутым, материально обеспеченным предложением. Да, хорошая работа, которую вы будете выполнять, например, в легкую, и при этом получать более чем достойную зарплату. Заказ, может быть, да, может быть, опять же, какая-то сумма, которую вы сможете получить, да, добиться и получить. Ну, в любом случае, по горбу это везение, причем дикое. Я назову это так, дикое везение, и вы прям тащите. Смотрите, как вам тяжело, вы же даже наклоняетесь, чтобы ее вытащить, но очень счастливы. Так, смотрите, кошка, которая перевернулась. Большая буква «В». Не, ну это замечательно. Ну, кошки — это неприятности и люди, которые, ну, например, с вами враждуют, которые вот готовы по поводу и без создавать вам эти неприятности. Ну, грубо говоря, враги, да, враги и недоброжелатели. Кошка перевернулась, и видите, вот она, огромная буква «В», победа. С левой стороны победа, с правой стороны кошка. Возможно, какого-то человека вы опасаетесь. Возможно, вы считаете, что какой-то человек, ну вот вам там
гадость делает, либо готовит для вас гадость. Кошка перевернулась, высшие силы не позволят. Не получится. У этого человека не получится ни конкурировать, ни противостоять, ни как-то вас цеплять и обижать. Победа будет за вами. Победа. Если вы участвуете в каких-то конкурсах, в каких-то, может быть, смотрах, какие-то состязания могут быть, несмотря на то, что ваши конкуренты сильны, ничего поделать они не смогут. Кошка перевернулась. Победа будет за вами, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Пусть плохое останется здесь, но хорошее поскорее придет и исполнится. Всем спасибо, всем пока-пока.